Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Уважаемые братья и сестры, сегодня с позволения Аллаха мы поговорим о том, как в этой жизни мы обязаны соблюдать предписания Аллаха. Например, награда или наказание будет по мере искренности наших намерений. Если мы надеемся только на себя, не уповая на Аллаха, то глубоко заблуждаемся. Если мы все время будем жаловаться, не признавая предопределения Аллаха и не читая аскары, то можно ожидать худшего. Именно такие люди оказываются на пути заблуждения. Всемогущий Аллах знает, что человек будет совершать ошибки. И Он посылает для людей испытания, чтобы проверить и помочь им вынести из трудностей уроки. Иногда Аллах лишает чего-либо, но если человек проявляет терпение и полагается на Него, Всевышний Аллах взамен дает что-то лучшее. Аллах сказал: «Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас, и, быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете». Когда спросили, кто лучший, посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, что лучший из людей тот, кто ладит с людьми. В Коране Аллах говорит: то, что случилось с людьми, будь это грех или скорбь, или что-то другое, оно было совершено их же руками. Поэтому, братья и сестры, вчерашний день – это уже прошедшее время. Настоящим временем мы живем. Завтра наступит с позволения Аллаха. Сколько бы и о чем бы мы ни говорили, все в руках Аллаха. Аллах говорит, что то, что нам кажется плохим, окажется хорошим. Аллах знает лучше о последствиях, а все остальное – это то, что нам кажется. Нам ведомо только то, что мы видим перед собой, а то, что стоит за этим, мы не видим. Если мы хотим чего-то добиться, то надо чем-то пожертвовать. Все пророки прошли через трудности, прежде чем заслужить милость Аллаха. Это не означало, что Аллах не любит их. Наоборот, перед Аллахом настолько незначительна эта жизнь, подобно крылышке комара. И мы живем в таком мире. Единственное ценное в этой жизни – это поминание Аллаха, следование Его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Разум человека ограничен, и человеку не под силу понять мудрость Всевышнего Аллаха и Его бесконечную милость. Аллах Всевышний говорит: «Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его». Поистине, только через трудности постигается облегчение. Поэтому, уважаемые братья и сестры, если нас настигнут беды, страдания, пожары, землетрясения, смерть близких, если мы будем терпеливы к этому, уповая только на Аллаха, то мы будем вознаграждены милостью Аллаха. Аллах испытывает нас таким образом. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах испытывает мою умму, чтобы очистить души мусульман, чтобы наградить их райскими садами». Аллах говорит: облегчение наступает через трудности, испытания. Чтобы свергнуть фараона, пророку Мусе пришлось еще в детстве расстаться с матерью. Рядом с пророком Мусой шел Хизир. Он убил мальчика. Когда его спросили, почему он это сделал, он ответил, что его родители из-за большой любви к нему могли стать неверующими. По велению Аллаха он убил его. Чтобы распространилась религия ислам, им пришлось пожертвовать сыном. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, вынужден был совершить хиджру на 10 лет из Мекки в Медину ради своей веры. В течение всего этого времени он просил Аллаха вернуть его в любимую Мекку, где он родился и вырос. По истечении 10 лет Аллах ответил на его мольбы, в чем заключается мудрость Аллаха. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, и его асхабы потерпели поражение в битве при Ухуде. Но впоследствии те, кто сражался против них, приняли ислам. Так распространялась исламская религия.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ключами сокрытого является 5 вещей, которых не знает никто, кроме Аллаха. Воистину, только Аллах обладает знанием о часе, не спосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретает завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах знающий, ведающий. Пророк Юсуф, алейхиссалям, был одним из лучших рабов Аллаха. Он прошел испытания голодом, лишениями и тюрьмой. Аллах дает испытания своим любимым рабам, чтобы приблизить их к себе, чтобы в последующем облегчить их участь. У него ключи к сокровенному, и знает о них только он. Ему известно то, что на суше и на море. Даже лист падает только с его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ничего либо свежего или сухого, чего нет в ясном Писании. Все, что с нами случается, это от Аллаха. Мы не перестаем восхищаться милостью Аллаха, поскольку она безгранична. Аллах рядом с нами, пока мы упоминаем Его. Пусть Аллах простит нас, Он милостивый и милосердный. Пусть все, что не случается с нами, будет облегчением для нас в судный день.